Так. Так, все. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 6 февраля 23 года, 21:01 по Берлину, уже 02, и 23:02 по Джахару. Друзья, приветствую вас. Сразу же, пока мы собираемся, мы на канале Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия, и в ТикТок, это было в YouTube, а в ТикТок на канале тоже Аслан Арцуев в ТикТок. Друзья, мы проводим стрим на канале, на нашем резервном запасном канале, так как тот канал подвергся атаке, и атаки продолжаются, и я был вынужден закрыть все видео для того, чтобы спасти канал, так как это уже попахивало потерей канала. Видео, конечно, бы все сохранились бы, но все вот как есть, столько лет мы это уже собирали, поэтому это было очень важно сохранить канал. Так, начинаю я, как обычно, со сводки с фронтов. За прошедшие сутки Генеральный штаб Збройных сил Украины сообщает, за прошедшие сутки уничтожено 870 оккупантов. Итого их число достигло 132 160 штук. 11 танков, 3231 танк итого, 10 боевых бронированных машин, 6415 машин уничтожено, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 13 автомобильной техники и цистерны. Так. Вот такие вот, друзья, дела на сегодняшний день. Ну и основная новость, которая сообщается нам, она приходит из Турции и Сирии. 2 землетрясения унесли жизни более 2700 уже число погибших в Турции и соседней Сирии. По последним данным, в Турции погибло больше 1700 человек, в Сирии более 1000. По данным геологической службы США, первое землетрясение произошло в 4 часа 17 минут по местному времени. Очаг залег на глубине 17,9 километров вблизи города Газиантеп на юге-востоке Турции. По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за первым землетрясением последовало более 40 авторшоков. Второе землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в юго-восточном турецком регионе Кахраман-Мараш. Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 километров. Его эпицентр находится в районе Эльбистан, провинции Кахраман-Мараш. По сообщениям турецких спасательных служб, число погибших достигло 1762 человек, в Сирии погибло более 1000 человек. Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших. Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, сказал агентству Reuters Рик Бринан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличивается. По словам Бринана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой помощи. Спасательные работы затруднены из-за авторшоков после повторного землетрясения. Представитель Международного комитета спасения Марк Каен
Кае сказал BBC, что усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших. Сегодня речь идет о спасении жизни. Мы знаем, что сотни людей легли спать прошлой ночью и, к сожалению, не проснулись сегодня утром. Это настоящая трагедия. Мы ожидаем, что число погибших и пострадавших будет продолжать расти, особенно на севере Сирии, где система здравоохранения просто не приспособлена для того, чтобы справляться с таким уровнем травм, сказал он. Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов, ну и так далее, и так далее. Конечно, это большая трагедия, когда гибнут люди и страшные разрушения. Вот я сейчас смотрю, это все было от BBC информация, от BBC. Мы понимаем, выражаем свои соболезнования родным и близким погибшим, скорейшего выздоровления раненым, пострадавшим. Выражаем соболезнования и от лица нашей правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия выражаем соболезнования Турции, турецкому народу. Могу сказать, что много стран откликнулись на это горе и отправили своих спасателей, в том числе наша Германия отправила своих спасателей. Но, конечно, это большие потери, но каждый день не такие, конечно, потери происходят в Турции, в Украине, как в Турции. Но каждый день, вот только что оккупантов только уничтожено 870 за прошедшие сутки. Соответственно, не меньше 100 погибло где-то, или около 100, наверное, погибло украинцев, если исходить из того, что 1 к 10, 1 к 15, ну вот приблизительно 50-100 человек погибло. Это только военных. Также гибнут, конечно же, мирные жители, особенно с учетом того, как воюют русские террористы. Поэтому это горе на украинской земле уже продолжается вместе с такими же и более страшными разрушениями, продолжается в Украине уже почти год. Друзья, я вас всех приветствую, вновь вошедших приветствую, всех, друзья. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Да, мол, все будет Ичкерия. Всех я еще раз, друзья, приветствую. Хамзат, Довеля, Леди, 518 И, Питер Вольф, Адаев, Аслан Лорс и все, кого я не назвал. Фрея, гражданин Ичкерии, Мадина и все остальные. И также здесь Мухаммад, Руслан, Хамас, Амир, Слава, Абрахман, чеченец. Вот и все, друзья, вас приветствую. Лериса Маршал Хейль. Так, там такой масштаб трагедии, что весь мир должен помочь. Да, совершенно верно. Совершенно верно, Амзат. Асан ТикТок, Чуркучуви Асо. Отлично. Этот канал, я так понимаю, у нас YouTube канал не заблокирован фашистской России, поэтому будем раскручивать этот канал, канал реалити, на несколько месяцев закрыт, потому что я получил баны и не могу им пользоваться. Ну и пока не будут сняты все страйки, не буду пользоваться, чтобы не потерять этот канал. Ну и это еще одно напоминание того, что как работают против тех, кто им не угоден. Так что будем развиваться дальше, и мы не гонимся за подписчиками, мы не гонимся за лайками, хотя это нужно для того, чтобы нас больше увидело и услышали антипропаганду, которую фашистская Россия ведет против нас на протяжении уже 30 лет. Поэтому
Вот как-то так будем пытаться дальше работать, не пытаться, дальше будем работать, ничего не случилось, ничего не произошло, все, как говорится, будет Ичкерия, да. Добрый вечер, Максим, добрый вечер, Максим. Так, ну, не знаю, боятся они меня или нет, 528i, но мешают они как могут. Радий вас бачити, дякую вам. Дуже дякую, Максим, дуже дякую. Дуже дякую. Нет, не Чечен, Эмин, Алан, дал дiyapal boyluş. Эмин, дал геш дойл Турция, адам ел кылган, шуна лаз мелвин шун дал машыл дойл. Как-то так, Дион. Давайте я перейду. Facebook, чтобы вам немножко сообщить. Ну, вы все видели эти кадры. Все видели кадры. Так, кстати, очень хорошая новость, друзья. Ну, хорошее в том, что какое-то движение началось. Зеленский внес в Верховную Раду прошение о назначении Василия Малюка главою СБУ. Это говорит о том, что в СБУ началось какое-то движение. Также известно, что министр обороны Алексей Резников уйдет со своего поста, и на его пост зайдет кто-то другой. Речь идет в данный момент о нам всем известном главе ГУР Кирилле Буданове, но, как я сегодня понял, что в соответствии с украинским законодательством министром обороны может быть только гражданское лицо. Поэтому не знаю, что будет. Может, Кирилл Буданов сложит в себя полномочия и станет, ну, имеется в виду, уйдет на пенсию, именно как военный, и спрячет свой китель в шкаф и станет министром обороны, либо кто-то другой будет назначен министром обороны. Вот такие вот дела. Это хорошо, что происходит. Какие процессы такие, они очень важны для Украины. Потому что я еще раз напоминаю и украинцам, и нам еще раз, что мы выиграли в войне, русские террористы проиграли нам именно в войне, но мы не смогли их одолеть в их спецмец мероприятиях, их разных спецслужбистских вот этих штучках. Поэтому это очень важно, чтобы Украина именно вычистила агентуру. Это очень сложная задача, но она возможна, ее будут сделать. Также я хочу вам сообщить, что работа... Сейчас, одну секунду. Работа по выявлению агентуры в Европе также ведется. И я надеюсь, что особенно в этом усердствует, я так полагаю, Польша. И я надеюсь, что Германия тоже к этому больше будет прилагать усилий. Ну и все остальные страны Европейского Союза тоже. Как-то так, друзья, как-то так. Россия готовит новое вторжение. Речь идет от 300 до 500 оккупантов, которых будут отправлять сейчас в Украину. Говорят, Путин поставил цель взять снова Киев, идти до Киева и так далее. И в связи с этим и тот же террорист Гиркин, и остальные террористы находятся в очень удручающем настроении и говорят, что это самоубийство и нет никакой возможности взять Киев.
Конечно же, мы об этом знаем лучше них, мы их даже предупреждали об этом, но вот, по всей видимости, еще одна самоубийственная акция планируется террористом Путиным. Не розумію, як можно было так задурить голову россиянам. Я про Путина, говорит Максим Шиповал. Максим, знаете, мне кажется, это не дело в одном Путине, что вот там Путин россиянам заморочил голову. Да, пропаганда имеет значение, пропаганда она есть, была, и она имеет, ну скажем так, такое весомое значение. Мы должны быть объективными, и всех русских огульно судить мы не можем, хотя когда все это у них идет хорошо, то недовольных русских мы видим очень мало. Когда они взорвали своих же граждан, спящих в своих же домах, и пошли топить в крови чеченский народ, очень мало русских, которые этому сопротивлялись. Тогда Путин только пришел к власти, нельзя было сказать, что сейчас какая-то там супер пропаганда велась, хотя она велась и тогда, чеченский след, чеченский терроризм, это все накручивалось. Но при всем при этом нужно признать, что большая часть русских аплодирует этому, ей нравится, что они завоевывают чужие земли, им нравится убивать, это правда, это не преувеличение. Им нравится убивать, им нравится грабить, им нравится обогащаться вот этими разбойническими войнами, этими агрессивными, преступными войнами. И дело в самой ментальности русского народа. И если бы не было бы самой культуры в русском обществе захватить, унизить, убить, ограбить, там, назвать своим чужое, даже беззубые бичи какие-нибудь, они тоже себя чувствуют хозяевами всей земли. Где-то когда-то там, если их там солдат оказался по какой-то причине и там умер. Поэтому дело в русском менталитете. Это большая проблема, но эта проблема решаема. Эта проблема решаема. Проблема решаема так, как об этом говорил еще Абдурахман Авторханов, с чем я абсолютно согласен, к чему я пришел еще до того, как я прочел Абдурахмана Авторханова. Это дело в террористической банде ФСБ. То есть в КГБ. Это касается и КГБ УССР, и других КГБ, которые разрослись по всем союзным республикам бывшего СССР. И вот эта террористическая банда должна быть осуждена, и только тогда русский народ пойдет на выздоровление. Потому что именно эта террористическая банда подпитывает, возбуждает в русском народе именно вот это их имперское вот это людоедство. Именно вот так. Так, аслану алейкум ассалам. У меня багато родичів в России, вони теж украинцы, але вони теж з лузду заехали. Ну, я вот последнее не понял, теж з лузду заехали. Максим, поэтому, если можете, у нас стрим на русском языке, пишите на русском, чтобы и читающим, и мне, как читающим, и слушающим было легче доносить. Так. Машволь, Чечня, не Россия, Шавига, вновь зашедшие, приветствую вас. Мечаду, Фрея, Собор, Мечаду, там, какой там, Собор. Дама дизерца, дина туркш, дамаеш, цундер картон, домиксан, этлушту. Да, Чечня, не Россия, абсолютно верно. Я обратил внимание, как эти дома рушатся в Турции. Речь идет о разрушенных домах. Турции, а в Японии, например, даже при более 9 баллах
землетрясение, дома шатаются в разную сторону при большой амплитуде, но не разрушаются. Это говорит о том, что не доработали. Я надеюсь, будут наказаны те, кто так строил дома. Причем они смелые с слабыми и многочисленными народами, малочисленными народами. Да, совершенно верно. Русские террористы никогда не нападали на тех, кто сильнее их. Всегда они обходили их, виляли хвостом, мы это знаем. Нету ни одной войны, в которую они напали бы на противника, который сильнее их. Да? Дома может и не крепко делать, но шахидами это точно сделает. Дома может и не крепко делать, но шахидами точно сделает. Да. Так, американцы придут, что делать будешь? В смысле, что буду делать? Радоваться буду. Что я буду делать? Буду радоваться. اصلا نه человек нефть дубок дуй алхитион алхит дерду но конечно вот вопрос задает, есть правда ли, что на чеченской земле есть нефть? Конечно есть, и путинская Роснефть именно качает нашу нефть и добывает ее. Конечно, да, конечно, совершенно верно. Конечно, нефть есть, и эта нефть русские террористы у нас ее грабят на протяжении всей истории. Всей истории. Всей истории. Что ты будешь делать, когда придут американцы? Я мечтаю, чтобы они пришли быстрее. Смотрел старое видео в ютубе, когда брали интервью Джохара Дудаева. Очень красиво говорил. Да, спасибо, Максим, что написали на русском. Да, совершенно верно. Джохар Дудаев был очень грамотный и очень хорошо умел говорить и правильно расставлять акценты. Такие страшные кадры сейчас тут Facebook просто завалили фото, видео из Украины. Собака сидит у руки хозяина, которая торчит из-под завалов. Ну, короче говоря, ужас, конечно, что происходит. Мир вам всем. Спасибо, Максим. Взаимно, взаимно. Так. Под Бахмутом погиб 22-летний украинский спортсмен Владимир Андрощук. Земля пухом. 22-летний молодой мужчина Владимир. Сколько горя принесли русские, сколько горя они несут людям. За что, ради чего, вот не объяснить и не понять. Тёма Хабибулян, добрый вечер. Про Дудаева только сейчас понимаю, что нам в детстве промывали мозги. Вам и сейчас, Тёма, пробывает. Добрый вечер. Вам и сейчас промывают мозги. Конечно же, Джохар Дудаев, просто промывали мозги, я не понимаю этого. Считать свою страну самой великой. Я понимаю, что вам промывают мозги, это, конечно же,
оправдывает в определенной степени тех, кто не участвовал в этой войне. Я не понимаю, можно зайти просто в любой справочник, тогда не было так распространен, не был так распространен интернет, и посмотреть территорию 17 тысяч квадратных километров, 170 километров в длину, миллион населения против 90 миллионов, ну по вашим данным 140 миллионов населения. Нету ни заводов по производству оружия, ни самолетов, ни танков, ни атомного оружия, ничего нет, ни флота нет, ну вообще ничего нет, кроме того, что можно было забрать в бою. Вы с Израиля. Ну вы жили, наверное, у вас просто татарская фамилия, поэтому я подумал, вы, может, татарин, может, вы жили в России в то время. Вы с Ташкента. Ясно. Шалом, Тёма, шалом. Ну вот, я не касательно вас, я вообще имею в виду, пропаганда велась, и когда люди ведутся на пропаганду, вот сейчас пропаганда ведется там в Украине, какие-то нацисты. Вот не было их, не было. Не было до тех пор, пока украинский народ не вышел и сказал, что он не хочет быть в союзе с Россией, таежный союз, так называемый, а хочет быть в союзе с Европой. И прогнали своего президента. И почему-то никому в голову не приходит, что эти нацисты жили себе там, да, проводили марши, как нам рассказывала русская пропаганда, рассказывает до сих пор. И почему-то, когда украинский народ сделал выбор в сторону Европы, своего развития, вот тогда появились вот эти нацисты и так далее. То же самое касательно нас. Вот у нас тоже террористы, терроризм и так далее, и так далее. Но трудно поверить, что люди не задумаются. Одно дело, вот вы жили в Ташкенте, вы в Израиле живете, там далеко это на самом деле, когда вас это не касается, не ваша страна участвует в войне, там, не против вас ведется война, то практически не касается, то можно еще попасться на эти уловки. Когда это ваша страна ведет, когда убивают, спасают людей, якобы русских людей, а на самом деле убивают этих же русских людей, наших граждан, это, конечно, печально, печально. То же самое сейчас происходит в Украине. Пришли спасать русских и убили столько русских, сколько за всю историю украинцы не смогли бы при всем желании убить русских. Причем и русских военных тоже, не только мирных, потому что русские украинцы, они сражаются в рядах вооруженных сил Украины против вот этих оккупантов. Жарко, как в Ташкенте. Вы 100% правы, да, спасибо тебе. Путин ее мог простить, то, что его человека Януковича, что не мог простить, то, что его человека Януковича выкинули. Да, но я понимаю, что Путину нужно было расширение, ему нужно было... Я еще раз повторю свою версию развития событий, потому что, конечно же, всегда есть несколько причин, и всегда есть скрытие главных причин, основных причин, завуалирование такое, для того, чтобы не были понятны истинные причины происходящего. Я считаю, что банда ФСБ вместе с бандой СБУ, часть, я отмечу, часть СБУ, не вся, часть, банда ФСБ решили, и банда КГБ Беларуси и другие бандиты, которые тоже бы присоединились, если все прошло удачно, к великой России, после того, как стали миллиардерами, захватили все недра, которые есть в России, решили изменить конституционный строй
фашистской России с демократического на монархический. И для этого им нужна была история Украины. Славная, честная, настоящая, имеющая документальное подтверждение история Украины, история Киевской Руси. И об этом они неоднократно проговаривались, в том числе и до начала войны. Эти разговоры я слышал, потому что я за ними слежу очень внимательно. И они говорили, что если эта история, если объявлять монархию, они уже новые дворяне, ФСБшники, и с ними заодно были КГБ, СБУ Украины, часть КГБ Беларуси и так далее. И они собирались стать новыми дворянами, которые будут передавать по наследству вот это все нажитое своим детям, внукам. И для этого была начата эта война. Именно для этого им нужен был Янукович, именно для этого им нужна была Украина. Ну и, конечно, после этого уже новая имперская монархическая Россия во главе с царем Шариковым, Путиным, должна была бы уже поставить на колени Европу. Именно поэтому сейчас Европа впрягается, хотя мы об этом, Джохар Дудаев об этом предупреждал еще в 90-х годах, мы об этом говорили, но вот пока их самих это не коснулось, и когда они уже поняли, что Украина это последний форпост, вот тогда зашевелились. Я, конечно, этого не хотел бы, но было бы очень интересно наблюдать, как повела бы себя Европа после того, как Украина пала бы, отказалась бы воевать или потерпела поражение, и фашистские вооруженные формирования, настоящие фашистские вооруженные формирования России вступили бы уже украинские бойцы и уже пополнили бы ряды этой армии. Вот было бы интересно понаблюдать. Но они поняли это, и они больше не будут делать. Больше они не будут так поступать, и больше ждать, пока Украина падет, Европа не будет. Как-то так. А вы почему блокируете за вопросы? Вчера на вашем стриме меня заблокировали. Вчера, Томас, у меня не было стрима. Был, конечно. На чеченском языке у меня был стрим, Томас. Да, был, конечно. Ну, наверное, ты, вел себя как-то. Алейкум ассалам. Всех вновь пришедших приветствую. Так, да, говорили. Да возродится Ичкерия, слава Украине, героям слава, Старк. Так, Абдулла, приветствую, алейкум салам, всем вновь вошедшим. Вставай, Джигит, настало время битвы, можно послушать? Конечно, послушай. Томас вчера перебрал. Да. Но если тебя заблокировали, Томас, как ты оказался сейчас в эфире? Как так получилось? Русские обратное говорят, мол, Украину создал Ленин в 17 году. Ну, если Украину создал, они-то имеют в виду, Украину создал в смысле как образование, государственное образование на тот период. Но в 17 году он создал и Россию, он создал и Казахстан, он создал и Таджикистан, и Узбекистан, и какие только возможно было территории. Поэтому это обычные там подмена понятий, обычные уловки, которые они используют, там, эквилибристика словесная, виртуозная. В 2017 году было переоформление всего вот этого
нынешней бывшего Советского Союза, ну не в таком масштабе, но приблизительно вот в этом направлении они двигались. Потом еще присоединяли кого-то, кого-то отсоединяли, кого-то убивали. Опять твой канал атакует. Ужас, батюш. Да, бать. Так, с Россией могут сделать так, как с Германией в 1945 году, то есть оккупировать, разоружить и разделить. Да, 528 я именно на это и рассчитываю, что будет сделано. Будем надеяться, что именно так и произойдет. Говорят, что из Чечни много людей погибли в Турции. Да? Belgiya Šveice, Maserna, Turcijā Bolčana, Maserna. Асан, ты чеченцев добрышей знаешь? Привет, можешь передать? Я не понял, кто такие добрыши. Сейчас, подождите, мне тут вспомнил кое-что. Надежда умирает последней. Так, Асан, так. Да. Асан, ты слышал про Колбасину Елену из Германии? Нет, не слышал. Не слышал. Так, друзья, подписывайтесь и распространяйте ссылку на наш стрим и пишите ваши комментарии. Если мы не подписали о составе России, то можем ли мы требовать столетний аванс грабежа за нефть? Аслан, Лорс, мы не только можем, мы это будем делать. Конечно, можем. Конечно, можем и будем требовать. Так, украинцы мы вышли на улицу, высказали свое мнение. А русские обратно говорят, так, это я уже читал. Кадырова госпитализировали, его раздуло, аж пуговицы разлетелись. ФСБ его травануло еще год назад, бомба замедленного действия заменили. Ну да, я видел, сейчас я постараюсь, я не знаю на каком, где это у меня было, сейчас я, вот, посмотрите. Посмотрите, я не знаю, фейк это или нет. Видите? Короче говоря, парень, успех ушел. Раздуло, может, взорвался он, может, землетрясение из-за него это было. Привет, Сербия, Гузель, приветствую вас. Что ты скажешь на то, что Запад вооружает Украину вместо того, чтобы урегулировать дипломатично? Я скажу на то, что Запад сделал больше в дипломатическом плане, чем от него требовалось. Потому что с террористами, которые пришли вас убивать и захватывать ваши земли, которые уже отжали часть территории, оккупировали, присоединили к себе, разговаривать уже не было смысла. Хотя я вам скажу, что и Запад, и украинцы очень выдержанно себя вели, я бы даже сказал, больше, чем даже нужно. Но это не остановило русских террористов. И русских террористов останавливает только оружие, понимаете? И вы, наверное, представители этого богом проклятого государства, раз задаете такой вопрос. Я считаю, что проблема в том, даже больше, что Запад это оружие дает дозированно. Я понимаю причины почему, вернее я предполагаю, почему это так происходит, потому что Украине
агентура российская, прорусские силы, дать им современное оружие, а потом Украина капитулирует, и все это оружие попадет русским, как это было в частности, хотя не такое современное мощное оружие, но мы видели, как в Грузии некоторое оружие попало к русским террористам, и как они автоматы М16, Хаммерсы, Хаммеры машины. Вот это все, как они им хвастались этим оружием, как они это все щеголяли этим. А представьте, если это было бы современное оружие какое-то. Ну, у Запада вот такая система, это правовые государства. И не понарошку, на самом деле это правовые государства. И нравится это кому-то, не нравится. Но вот здесь очень сильно и очень уважительно относится к праву, и оно преобладает. Это факт. И эти государства и нравятся. Любое государство, если оно хочет достигнуть успеха, оно должно, конечно же, быть строго в рамках закона и придерживаться правовых норм. И мне кажется, Запад думал, что Украина не выстоит, что украинцы уйдут в леса, в горы, там будут вести партизанщину и так далее, и так далее. Но видя, что украинцы сражаются, что они хотят сражаться, потихоньку оружие дается. И этот лайнер, западный лайнер, да, английско-американский, скажем так, реально будем говорить, потому что все остальные потихоньку только присоединились. Даже очень надежные, верные друзья Соединенных Штатов, Великобритании, они тоже себя вели, скажем так, очень осторожно, скажем так, мягко, дипломатично, скажем так. Но если этот лайнер развернулся, то это всерьез и надолго. И да, Украина сейчас несет колоссальные потери, она теряет аристократов духа, каким был Джохар Дудаев, как его называли уважаемые люди и пресса. Вот именно эти люди сражаются сейчас за свободу Украины против вот этого абсолютного, беспримесного, абсолютного зла в лице фашистской России. И я полагаю, что Украина просто сделает рывок после победы, развитию, хорошему развитию. Украинцы очень способный народ, очень, это без преувеличения. В Советском Союзе, наверное, самые способные, самые такие работящие, самые открытые люди, на мой взгляд. Ну и как мы видим, такие же любящие свою родину, как и мы, чеченцы. И также сражаются беззаветно, отдают свои жизни за свою страну. И я надеюсь, все это будет не зря. Очень на это надеюсь. Так. А Запад не террорист? Нет, конечно. Запад не террорист. Россия террорист. С Рустеррором не договориться, гопники слов не понимают. Абсолютно. Тёма, абсолютно так. Салам алейкум ассалам. Но мы не отдадим свою территорию России. Я верю, я уже знаю, Оксан. В этом я не сомневаюсь. Я больше был в вас уверен, чем американцы и англичане, которые вам не давали оружие. Какой твой интерес на Украине? Мне пишет. Ну, мой интерес защита защищающихся. Я на стороне справедливости. Это первый мой интерес. Я бы в любом случае, если бы не было бы для меня личной выгоды, как для чеченца, как для наших прав, мы, чеченцы, самый ущемленный народ на этой планете. При всем при этом нас выставляют какими-то там
террористами, исламистами, убийцами, каратистами и так далее. Но при всем при этом, если посмотреть объективно, мы самые ущемленные в правах народ на земле на сегодняшний день. Не здесь, которые в Европе находятся, а которые находятся в оккупации фашистской России. И даже если бы не было бы моего интереса и на Украину не напал бы враг, который напал на мою страну и который убил 30% наших граждан, я бы все равно был бы на стороне Украины. А так, я вижу прямую выгоду для своего народа, восстановление прав, восстановление государственности, а за этим последует восстановление наших прав, потому что у нас будет наш президент, наш парламент, наши спецслужбы, наши органы власти, которые будут защищать нас. Не ущемлять, как русские это делают, а защищать. Поэтому я вижу прямую выгоду. Именно поэтому я и защищаю Украину и поддерживаю, и буду поддерживать. Вы в Чечне или за кордоном? Я нахожусь в Германии. Знаете, почему и кто уничтожил башни-близнецы? Знать, конечно, я не знаю, но я имею свою версию по этому поводу. И она у меня имеет очень серьезные доказательства. И одним из этих доказательств является бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, которому в 99 году, в том самом 99 году, когда русские террористы из банды ФСБ взрывали спящих русских женщин, детей, стариков и мужчин, пришли к этому Константину Боровому и сказали, что об этом есть видео, он об этом говорит и неоднократно это говорил, что готовится ГРУ, сотрудники ГРУ, российского ГРУ, которые в огромном количестве находятся вот в этом исламском мире. Инфильтрированы они были в том числе вокруг Усама бен Ладена и вот Аль-Каиды, в банде этой. И что они планируют нападение на башни-близнецы в Америке. Константин Боровой пошел в американское посольство и рассказал об этом. Это было в 99 году или в 2000, если я не ошибаюсь. Но именно таким же способом, терактами против своих же граждан, русские террористы начали войну против нашей страны, нашего народа. Затем ему представитель посольства, американского посольства сказал, что он некомпетентен в таких вопросах. Константин Боровой вылетел в Соединенные Штаты, встретился, вот я не помню, с директором или с замом директора ФБР, это видео можно легко найти, в Америке, встретился и рассказал ему, но, видимо, не посчитали информацию достоверной, заслуживающей внимания. Такое очень часто бывает, потому что спецслужбы постоянно находятся в этих разных своих спецоперациях, спецмахинациях, поэтому, видимо, или недостаточная это была информация. Поэтому моя версия: нападение на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года было совершено русскими террористами из банды ГРУ, за которыми стоит банда ФСБ также, потому что она является хозяином фашистской России, вот эта террористическая банда. Также я считаю, что за терактом в Бостоне, убийство людей на марафоне бостонском, в котором принимали участие братья Цернаевы, тоже стоит банда ФСБ, а непосредственно, я считаю, за этим стоит Саид Амиров, который имел свои банды террористов,
которые взяли в разработку вот этого Тамерлана, старшего брата Тамерлана Царнаева, и вынудили его, заставили его, склонили его совершить этот ужасный террористический акт. И я думаю, что американцы об этом тоже знают прекрасно. Также мы все прекрасно знаем, что террористический акт с применением ядерного полония в центре Лондона, где было 1000 людей заражено, где погиб в ходе этого теракта Литвиненко Александр. Ну вот, все прекрасно знают. Потом мы еще знаем применение химического оружия, химического препарата «Новичок» против Скрипалей. Поэтому это террористы, это только такие случаи. А так, все действия, которые совершает террористическая банда ФСБ и ГРУ, это террористические акты, абсолютно не считаясь ни с потерями человеческими, с мирными гражданами, там, общественно опасным способом убивают массово людей. Это всем известный факт. И поэтому фашистская Россия должна быть переформатирована, и ее спецслужбы, и ее самые одиозные террористы, главари должны быть наказаны. В обязательном порядке. Обязательно. По-другому никак. Вилпес Маршвовель, алейкум салам, только сейчас я тебя заметил. Так, Вилпес, наверное, ты же пользуешься VPN, да? Этот канал, ведь ты говорил, у нас работает без проблем, да, в России? Вот этот канал, вот, который мой Human Rights Center. Я думал, это фотошоп. Ну, возможно, это фотошоп. Возможно. Про Кадырова речь сейчас идет, про его опухшее лицо. Возможно, это фотошоп. Но мы все видим, что не по фотошопу он реально расплылся. Много ест, видимо. Чуть-чуть нужно контролировать, да, рацион. Так. Он не умрет своей смертью. Да, Амзат, он точно не умрет. Асна, разве с русскими можно договориться? Разве они понимают язык дипломатии? Конечно, не понимают. Русские террористы из банды ФСБ и ГРУ понимают только язык силы. Никакой другой язык они не понимают. Самые настоящие террористы. Бандит городской. Добрый вечер, Асан. Как вы думаете, кто сильнее, Франция или Англия? Я не знаю, кто сильнее. Кадырова уже в упор никто не видит. Да. Мне не важно, что в Литве говорят и думают кацапы. Они еще внутри, свиноматки уже мертвые рождаются такими и подыхают такими. Культ смерти у них. И несет вокруг только смерть. Да. Свобода или смерть? Асан, слышал, как Закаев переобувается насчет Горской республики, его министр иностранных дел после твоего эфира? Нет, я не смотрел, не видел, не знаю ничего. Асан, я думаю, уйгуры Китая немало ущемлены. Да, уйгуры ущемлены. Много народов, немного, но достаточно народов ущемлено в этом мире. Также я считаю ущемленными курдов, которым не дают создать свое государство в силу каких-то там многолетних просто противостояний с очень мощной, сперва с Османской империей, сейчас уже с турецким государством. Да, много. Уйгуры, конечно же, тоже очень ущемленный народ. Это правда. Но самыми ущемленными являются чеченцы, на мой взгляд. Так, Ури, ты забанен.
Асомбех мобил, но ты будешь забанен всегда, как только ты будешь обнаружен. Да, этот канал отображается без ошибок. Отлично. Баркал дал алшуэла вилпес. Луксюрдик хиль массера. Аслану всем в чате добрый вечер. Аслан, с переездом на другую базу. Не расстраивайся. Помогут им и все... Не расстраивайся. Помогут им все их страйки-майки. Этот канал будет продвигаться. Не помогут. Совершенно верно. Ничего страшного. Главное, Евгений, спасибо тебе. И я тебя тоже. Юэль Сюрдик, Женя. В любом случае, все, что мы говорим, доходит до адресатов. Вы все, кто меня слышит, в первую очередь, я, конечно же, вещаю на чеченцев, для чеченцев, потому что как-то донести свои мысли, чтобы как-то поняли. И, соответственно, это и касается и всех друзей чеченцев, и украинцев, и вас, евреев, всех остальных, которые нас понимают и нам сочувствуют. И самое главное, мы можем продолжать говорить, каналы можно открывать каждый день. Есть ТикТок, который очень хорошо у меня развивается. Я его даже так, я знаю, как его еще нужно развивать, но почему-то не хватает мне и времени, и, я не знаю, наверное, упорства. Но достаточно того, что уже там 20 тысяч почти подписчиков. И достаточно того, что нас слушают именно те, кто думает. Не просто люди, которые там, им нужен экшен какой-нибудь, да, там, им нужны какие-нибудь там острые там. Нет, им нужен, чтобы у них заработало серое вещество, чтобы они задумались над тем, что происходит. И слава богу, вот у нас появилась партия, у нас Чеченская демократическая партия. Там ведется определенная работа. Даже то, что наши недруги против нас выступают, я это тоже вижу благом. Да, они гасят меня, возможно, очень сильно им удается делать, да, то, что они делают. Но при всем при этом об Ичкерии говорят. Несколько лет назад, когда я здесь в центре Гамбурга был в мечети, заходил в мечеть, разговаривал про Ичкерию, но на меня смотрели, как, скажем так, как будто, с луны свалился. Какая Ичкерия, какое государство мы там строим. И были, кто строит халифат, другие были, что мы с Россией, все, нам уже никак не выбраться и так далее. Вот эти пораженческие настроения присутствовали. Сейчас люди понимают, да, конечно же, ничего быстро не происходит. Если бы это было бы достаточно просто, если бы сесть, открыть YouTube и вещать, и все бы изменилось бы, то мы бы не потеряли бы 300 тысяч наших граждан и столько лучших умов, которых мы похоронили. Поэтому все отлично, Евгений, абсолютно не расстраиваюсь, и все отлично. Так, Аслан, Боровой причастен к смерти Джохара Дудаева. Он явно не договаривает. Его использовали, а может он осознанно пошел на это. Я не знаю, свобода или смерть. Он разговаривал с Джохаром. Последний разговор его был, или предпоследний Джохара с Боровым, я точно не знаю. Но, возможно, как-то он причастен. Но у нас нет пока никаких доказательств этому. Поэтому посмотрим. За время войны в Украине русские украли 16 тысяч детей. Из них 600 вернулись сами родители. Аслан, не ест он много, только один банан в день. Да, леди. Теремой я вам цаю, чудо. Аслан, мечеть в Гамбурге албанцы построили. Да, здесь есть мечеть албанская есть, арабская есть. Нет, турецкая, по-моему. И албанская. Вот, по-моему, так. Так, дякуємо, Марта, и вам дякую. Не на, а в Украине. Так, это вы мне, наверное, да?
Есть ли доказательства, что ИГИЛ проект ФСБ? Доказательств, ну, что ты подразумеваешь под доказательством? Есть косвенные доказательства, что к этому приложила руку террористическая банда ФСБ. И то, что там, например, Кирсан Элюмжинов торговал, покупал нефть, никто в мире не покупал у ИГИЛа нефть, а Кирсан покупал. То, что партия БААС курировалась ФСБ и ГРУ, партия БААС Саддама Хусейна. И основателями этого ИГИЛа были именно вот эти партийцы вот этой БААС. И вот Аль-Багдади, да, его, по-моему, звали, как его, Багдади или Аль-Багдади его звали. Он был тоже из этой партии БААС. Ну вот, там много что замешано. Конечно же, это ИГИЛ, это 100%, 1000000% антимусульманский проект был, антисирийский, антиарабский и, конечно, в первую очередь антимусульманский проект был. Это была очень большая дискредитация мусульман. Конечно, там далеко не все были агентами БААС или ФСБ, но факт есть факт. Руководство состояло именно, координировалось, им помогали террористическая банда ФСБ. В этом я нисколько не сомневаюсь. Ваша версия совсем неправдоподобна. Этот теракт сам Запад организовал, и это не секрет. Почему же неправдоподобно? Есть живой, слава богу, Константин Боровой, который заявил об этом, который летал специально в Америку. И то, что он делал этот доклад, это 100% зафиксировано. А как мы знаем, любой юридический документ, когда фиксируется, указывается дата. Поэтому, без сомнения, в архивах ФБР и в посольстве Москвы, американском посольстве Москвы, 100% эта встреча Борового зафиксирована, и его доклад, то, что он там сказал. Поэтому это очень даже правдоподобная версия. Откуда мог знать Боровой, что готовится? Откуда сотрудник ГРУ, который, кстати говоря, тот сотрудник, он, если я не ошибаюсь, говорил, после этого исчез. Просто пропал. Просто пропал. Эрдоган не дает курдам свободу. Если доказать так, мы как парни когда-нибудь будем жить, говорит человек с русским флагом, Андрей Колбунов, дружить или нет? Будем дружить, Андрей, когда вы освободите наши земли и восстановите те убытки, которые вы нам нанесли. И по христианской традиции нужно встать на колени и попросить прощения за те тысячи, десятки, сотни тысяч убийств, которые вы совершили. И вот тогда мы будем, может не все, но многие будут с вами дружить. Аслан, ты думаешь, ФСБ хочет сплавить Кадырова? Нет, я не думаю. Я комментарий прочитал, что его ФСБ отравило. И я так не думаю. Пока Кадыров нужен. Сейчас вот эта перетрубация, я думаю, не нужна там. Кадыров там нужен. Боровой сам говорил. Так, что тут говорил Боровой? Алейкум салам, Ренат. Сам говорил, что он был с Дудаевым на связи в этот момент удара. Не знаю, где ты это слышал. Отец мне говорил, сынок, на нечестно заработанные деньги порядочные детей не воспитаешь. Ты сеешь. Так, Аслан Марш Мокш Ибраим. Уалдушига Дика. Да, там, наверное, сам Боровой не в теме был. Так. Мы уходим от темы Чечни. Зачем нам ИГИЛ и другие государства? Нам нужно все мысли и все силы пустить. Да?
Здравствуйте, спасибо за вашу работу. Пишу вам из Украины во время воздушной тревоги. Рукопашный воин. Витаю вас, рукопашный воин. Слава Украине. Держитесь. Я люблю ИГИЛ, говорит. Ну ты, значит, фашист, любишь фашистов. И значит, ты разделяешь их методы, их мировоззрение. И ты, я уверен, не понимаешь, что ты любишь. Ну или ты понимаешь, и ты просто абсолютный фашист просто. Ну, поздравляю. Такие есть, как ты, есть мало, есть еще маньяки такие же. Но мало, но есть. Так, Амзат, днем обычно-то анархист, русский, ураль, чеченских детей 94-96 года, 99-м, 2002 года. Да, 528, совершенно верно. Русские, когда была война, русско-чеченская, первая война, вторая война, как мне тут писали, являлись, Россия вышла на первое место по имплантации, по пересадке органов. Вот так вот вам, друзья. Думаю, это так. Провозглашение Имарат Кавказа тоже проект ФСБ. Я считаю, провозглашение Имарат Кавказа, это мое личное мнение, поэтому я его никому не навязываю. Но судя по моим вот наблюдениям, которые есть, это Имарат Кавказ, это проект, совместный проект российских спецслужб и турецких спецслужб. Вот я это так вижу. Провозглашение Имарата Кавказа тоже проект ФСБ. Я считаю, что это проект, я уже сказал, турецких и российских спецслужб. Ха-ха-ха, и хейташ мудигна нисва. Хидигата нисва. Так, по настроению, да? По настроению. Аслан, а ты смотрел черепы у Невзорова? Может, они чеченские? Да, я смотрел, у него на столе, он вел передачи, у него на столе у Невзорова, гражданина Украины, между прочим, которому Зеленский и Ермак дали гражданство, на столе стояли черепа, и я читал, и это было давно, я читал всю прессу тогда, ну, основная у меня была «Московский комсомолец» и «Новая газета». А так я читал все, перечитывал, мне было интересно, потому что шла война. И тогда рассказывали, они много писали таких очень интересных вещей, которые сейчас уже навряд ли возможно найти, тогда это не было и интернета, что за $5000 привозили головы чеченские, варили их, снимали с них кожу, все снимали, и черепа потом продавали за $5000. И Невзоров имел эти, вот у Невзорова, по-моему, я это и читал, что это, что к нему привозили или у него стояли эти черепа. Кстати говоря, помните один мерзавец, который с ну, якобы с головой, черепом украинского воина, которого они убили, он говорит, стоял его жена, недавно записала видео, что ему выстрелили в затылок, и он сейчас лежит в коме, пуля застряла в мозге и так далее, и так далее. Видимо, переругались террористы. Переругались террористы, а это российский военнослужащий оказался, и вот сейчас он ни живой, ни мертвый, по крайней мере на тот момент, когда жена записывала. Когда жена записывала вот это видео. В Турции во время землетрясения погибло 40 чеченцев. Они жили в одном доме многоэтажки.
الله دال جيش دوغتسان دال ديق البويلقش صديق أزغيل دوم الخردونس дал جيش دوغتسان. Так. Дока Умаров не работал на ФСБ, он шахид. Абсолютно точно шахид дал муладек алхилла газу тахилла Док Умаров. ФСБ. Ты был бешвецер ФСБшник. Ша зинткисан тигалвелой чвар. Цаши Куйоч. Один из самых результативных чеченских воинов это Дока Умаров, который никогда бы не то что не работал бы, никогда бы даже руки не подал бы ФСБшникам. Конечно, он не работал. И когда его брата пленили, его два брата сейчас живут в Турции, когда пленили, сказали, что он сдался добровольно, на самом деле его пленили. И Дока сказал, что у него своя жизнь, у меня своя жизнь, и я иду, моя семья со мной рядом, мои братья все со мной. Поэтому, конечно, Дока не работал. Аслан, ты слышал про Ахмеда Ахмедова? Это глава дагестанского батальона. Вот он живет 5 лет в Украине, сейчас воюет за Украину. И им не дали пока что гражданство, а таким как Невзоров сразу дают. Да, я знаю этого Ахмеда Ахмедова. Он был у меня в Фейсбуке, мы с ним в друзьях были, когда он был тренером. И вот он сейчас начал снимать видео, что он воюет там где-то и так далее. Но на войне нету, ну так, около войны были эти видео. Как-то так. Так, амин. Цифры пока только первичные, а значит, к сожалению, будут расти. Да, совершенно верно. Но Дока Умаров провозгласил Имарат Кавказ. Разве не так? Да, Ларам, он провозгласил Имарат Кавказ. Да, именно так, он провозгласил. Но это не значит, что он работал на ФСБ. Правильно? Смотрите, мы всего не знаем. Мы исходим из того, что у нас есть там определенная информация. Вот из нее мы судим. Поэтому Дока, рядом с Докой уже практически, он уже не поднимал к себе в горы туда, наверх к себе, никого из чеченцев, потому что сопротивление было полностью просто задушено, поставка еды, медикаментов, оружия, патронов, всего остального. И у него были товарищи, его соратники, дагестанцы, ингуши, кабардинцы, чеченцы тоже там были. Ну, доверенный круг был очень ограничен у Доки Умарова. И для того, чтобы расширить боевые действия, единственное, я не могу ему вот простить, то, что он не передал эту власть свою кому-либо. Но у него был вице-президент, у нас как в Америке есть президент и вице-президент. И вице-президент погиб раньше, чем Дока. И поэтому, видимо, не смог он передать это, но он оставил эту Ичкерию и возглавил боевую группу Имарат Кавказ. И таким образом, на мой взгляд, он сделал услугу для чеченского народа. Потому что с чеченцев вот этот фокус внимания был распределен по всему Северному Кавказу. И благодаря этому, наверное, тысячи и тысячи чеченцев не были убиты, казнены, запытаны, осуждены и так далее. Запад, мир отвернулся от нас. И не тогда, когда Дока объявил Имарат Кавказ, а до этого, когда еще он не был даже президентом Чеченской Республики Ичкерия,
когда еще Аслан Масхадов был президентом Ичкерии, уже помощь, внимание, поддержка, она уменьшалась. И самое главное, я вот сейчас, когда сюда, в Европу приехал, начал заниматься вот этим вопросом, я понял, каково было тем людям, которые сидят в горах, когда люди здесь, в Европе, которые представлялись от имени Аслана Масхадова, от имени там Ичкерии там, и так далее, когда эти люди фактически занимались разграблением средств, которые направлялись на нужды, на помощь нашему сопротивлению, и никто не вел никакой политической деятельности. Вот абсолютно. Были, конечно, абсолютно аль-Джамнистат, но это было просто капля в море. Просто капля в море это была. Поэтому у него другого выбора, на мой взгляд, не оставалось. Ему либо нужно было сдаться, он никогда не сдался, либо ему нужно было покинуть Кавказ, выехать в любую страну, на ту же Турцию, сюда, в Европу. Его везде приняли бы, он нашел бы возможность. И, наверное, но он был больным человеком, раненым человеком. У него, как мы знаем, нижние части лица, все это, челюсть, все это было у него разбито, искусственно ставлено, гноилось все. У него было много разных хронических заболеваний, которые в силу вот жизни в горах, находясь в этих тяжелейших условиях, водой, как мы знаем, хотя все это относительно. Поэтому он предпочел продолжить борьбу, уже под другим знаменем. И в какой-то степени ему это удалось. Есть ошибки, да, есть эти ошибки. Но эти ошибки были совершены теми людьми при тех сложнейших, экстра нестандартных вообще обстоятельствах, которые сегодня нам представить даже невозможно. Мы всех даже деталей не знаем, насколько это было трудно. Хотя мы знаем, что было очень трудно. И я, например, не могу сказать, что за себя, что я не знаю, я смог бы выдержать именно вот эту физическую, моральную, вот эту всю нагрузку, которая оказывалась на наших бойцов, не только на Докку, на всех наших бойцов. Поэтому что сделано, то сделано. Нам нужно не Докку обвинять в чем-то или кого-то, да, как это любят делать даже некоторые мои товарищи. Нужно идти дальше и делать что-то новое. Докка такой же, как мы, он был нашим ровесником. Нужно дальше идти, развиваться, создавать. Так, Довеле. У Невзорова много черепов и скелетов в шкафу. Оно по всему миру шлялось и своими руками смерть носил. Оно с гордостью вспоминает, как оно дед литовца убивал. Да, Довеле, совершенно верно. Это оно, это военный преступник, должен быть осужден. Это правда. И да, и литовцев я тоже слышал об этом. А сам говорил, что у него пока что гражданство России, но ему срочно нужно гражданство Украины, иначе его, как гражданина РФ, по закону могут посадить на пожизненный срок. Мало ли что он говорил. Мало ли что он говорил. Ему дали уже гражданство. Ассаламу алейкум, алейкум салам, война, машфа. Они обогащались деньгами, тут говоря, что помогают боевикам. Да, Абу Хамза, мы знаем это. И много людей здесь, в Европе, знают, как эти люди обогащались, разграбляли деньги, которые выделялись. Которые, знаете, здесь одна женщина, я вот не помню, какая сумма там, 1000 евро или я не помню, какая там сумма была. У нее, она без мужа была, ее муж погиб на войне.
она все деньги, которые ей давались, и на детей, и социал, который у нее там несколько детей было, вот на всех то, что у них набиралась эта сумма, все до единого она собирала и отдавала вот этим казнокрадам. А сама шла в Красный Крест брать гуманитарную помощь, еду для своих детей. Представили, да еще. И эти деньги эти люди разворовывали. Женщины снимали свои сережки, кольца, все отдавали, чтобы как-то помочь. А они это разграбляли. Сейчас в Европе ни одна страна не принимает людей с России. Да, сейчас гайки закручиваются очень сильно. Очень-очень сильно. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салям, вежи ижи, ассаламу ва алейкум ассалам, самбек машволь, дику дал бухаста. Я тоже считаю так, тоже не совсем пушит, но надо признать, он один из тех, кто... Так... Уже не сохранил Ибрагим, не сохранил он. Он не может сохранить, у него нету никаких возможностей сохранить это государство, государство сохранил. Он попробовал его прибрать к рукам, а теперь он его обменял на Горскую республику. Все, Киз Закаев, Харуй, Важуйба, Меткбатшон, Цанни, все уже. Давайте мы не будем делать вид, что ничего не было. Горская республика это то, что сейчас они будут продвигать. И теперь Закаев является не так называемым представителем Чеченской республики Ичкерия, а представителем Горской республики. Поэтому да, Закаев Ичкерия отношения не имеет уже. Да, как Докко Умаров не имел отношения после того, как он отстранился и возглавил Имарат Кавказ. Также сейчас уже в Америку людей отправил, там какие-то дела делать. Поэтому все, что сказать, слово, как говорится, не воробей вылетело, не поймаешь. Тем более, так публично собрать людей, там подготовка велась к этому, ко всему. Поэтому все, нету уже никакого премьер-министра Ичкерии. Есть президент или кто он там, халиф Горской республики. Атилашинс. Шайн матовар Ичкери, аш лоузир яхчун, и шу яхчуни Ичкери. Китишо, шу яхчунис. Итхамас сейра юшун. Китишо, шу яхц. Я Закаеви яхц, я ха яхц, Ибраим, я Цанаде яхц. Массейра юис. А какой-то человек просто там воспользовался ситуацией и там что-то сделал, а теперь он решил сделать Горскую республику, все уже. И так я его не признавал. А теперь он сам отказался. Я же его не заставлял это делать, правильно? Нету никакой Горской республики, никакой Ичкерии. И Горской республики тоже нету. Но нету также и Ичкерии в лице Ахмеда Закаева. Он сам отказался. А мы не отказались. Как вы думаете, кроме Докко Умарова, имел ли право кто-либо провозгласить Имарат Кавказ? Любой человек имел право провозгласить Имарат Кавказ. И ты имеешь право его провозгласить. Новый Имарат Кавказ или еще что-то. Понимаешь? Имеешь. Почему же нет? Конечно, ты имеешь на это право. Но на момент, когда он провозглашал Имарат Кавказ, он сложил в себя полномочия президента Ичкерии. Ичкерии он не навредил. Ол там Ичкерин, да, хинскунах, войнюк там барт бу шумхилла. Но теперь наша задача, мы же ему тогда не помогали Ичкерию спасать, правильно? Мы деньги ему не посылали, мы его там не лечили, мы его не прятали там, и так далее, и так далее. Соответственно, он сделал, что было в его возможностях и полномочиях, чтобы продолжать сражаться против оккупантов на его земле, на Кавказской земле. Все. Он сложил в себя полномочия президента Ичкерии и возглавил Имарат Кавказ. Ты тоже мог его возглавить. Ты тоже можешь сегодня объявить там Имарат, халифат, что угодно. И если ты хоть один, их тоже немного было.
и начать свою борьбу, как он это делал. Можешь под флагом ислама это делать, можешь под флагом там красным коммунистов это делать, неважно. Ты ведешь борьбу, это твое право. Любой человек может объявить Эмират Кавказ. Но тот, кто ему принес эту идею, я считаю, за этой идеей стояли русские спецслужбы и турецкие спецслужбы. Вот я считаю, у меня есть основания так считать. Он же, может, он понимал, что это их проект, но ему нужно было вдохнуть новую жизнь в это сопротивление. И это удалось на несколько лет ему. Мы все знаем, как с новой силой начались вестись боевые действия и так далее. Единственная проблема в том, что не было перспективы для победы. А если нет перспективы для победы, ну, я вижу единственный плюс, что фокус насилия над чеченским народом чуть-чуть ослабился, когда это все распространилось на весь Эмират Кавказ. Я думаю, это заслуга Докки. И он, наверное, из этих соображений это и делал. А как брат-мусульманин, я должен думать, что хорошего он хотел сделать в этом. Я вижу именно хорошее в этом, то, что он сделал. А сейчас можно сказать, ванюк и башт бюранда бюранд, а иба мабацер ванюка. И просто дополнительница, основание юквай. Оставить Эмират Кавказ, оставить Докку. Все, это история, исторический факт. Мы же не сражались, мы все сбежали. Кто-то в Сирию уехал воевать, да более удобно там было воевать. Кто-то уехал, жил в Европе, кто-то жил в России, кто-то жил еще где-то, в Турции и так далее, и так далее. Поэтому, да, он делал все, что было в его силах. На этом точка, закончили его личность, что он делал, там криминалом он занимался, там еще что-то делал, там разные на него вещи говорят. Возможно, занимался, возможно. Но когда он воевал, он не занимался криминалом. Личным обогащением он не занимался. Он воевал против врага, который пришел на его землю. Обязанность каждого человека, каждого мужчины на Кавказе, в частности граждан Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому он воспользовался вот этим и сейчас той ситуацией воспользовался, чтобы как-то вдохнуть новую жизнь. Это историки пускай уже рассуждают. Докка Умаров писал кровью свое имя в историю чеченского народа. И никто при всем желании это имя не сможет убрать. Ни его сподвижников, ни его соратников. Никто. При всем желании. Могут, конечно, гавкать, могут лаять, но ничего не изменится. Это уже другого уровня просто. Уровень, который нам никогда не достичь. Поэтому этот человек сделал, что мог сделать. Наша задача теперь. Кто за Эмират? Я поддерживал Эмират. Я поддерживал, потому что мой президент Докка Умаров поддерживал. Он был лидером, и я ему доверял. А было много лжи, и я путался в этой лжи. Я не знал, кто друг, кто враг. Оказывается, я вообще, ничего не знал, пока сюда не приехал и не влез в эту кухню. Поэтому сегодня все, что нам осталось, вот из этого мы уже должны сесть и прийти к какому-то единому какому-то мнению. И все. Там Докка виноват, Дудаев виноват, эти виноват. Это все отбрасываем. Виноваты они, не виноваты. Вот сегодня у нас конкретная ситуация. У нас есть Чеченская Республика Ичкерия. Кейс, целое дело чеченского государства, включая преступления против граждан Чеченской Республики Ичкерия, у нас имеется. Все, нам больше ничего не нужно. Нам оставили все, что нужно. Нам нужно просто разобраться в самих себе и идти дальше. Говорить о преступлениях, совершенных против нашего народа, помогать Украине бороться, всему миру, Западу, Америке, Англии, помогать бороться против фашистской России. И стучаться в двери, которые рано или поздно откроются. А когда Западу это понадобится, они обязательно откроются. Обязательно. И даже за нами сами будут ходить и говорить: идите сюда теперь, вы нам интересны, когда им станет интересно. Я еще, знаете, одну мысль здесь вспомнил. Мне как-то Сотник задал вопрос на канале у него.
А Чечня будет нести ответственность за те преступления, ведь чеченцы же принимают участие в войне против Украины. И так далее, и так далее. Репарации придется платить всем республикам, даже когда Россия развалится. И Дальнему Востоку придется платить, если это будет Дальневосточная республика, она не освободится, она должна будет платить Украине, она должна будет платить нам, Сибирь будет платить, Москва будет платить. Не одна же Москва это все будет платить. У Москвы и не будет таких денег. Самым богатым регионом, наверное, будет Сибирь или Дальний Восток. Скорее всего, Сибирь. И я подумал вот над чем. Смотрите, Украина признала наши земли, нашу страну оккупированной, нашу территорию. И против нас совершен геноцид. Вот этим своим признанием Украина вывела наш народ от обязанности платить репарации Украине. Потому что Украина признала, что мы оккупированы. Она не будет с нас просить. Она наш друг, мы такие же пострадавшие. И тот, кто помог это сделать, вот этим людям нужно поставить памятник просто из золота в центре Джохара. Потому что это такая заложенная юридически правовая ниша, которая нам в следующее, когда мы освободимся и будем требовать репарации от России, от нескольких Россий, от Дальнего Востока, от Сибири, от Московии, там, кто там еще там у них будет, как у них будет видно. Вот мы не будем платить, нам будут платить. Вот как мы должны идти. Все у нас будет лучше. Лучше, чем мы даже предполагаем. Да, Алла. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья, а то я уже заговорился. Так, скорее всего, гражданство дали не Невзору, а почти 2 миллионам его подписчиков. Ну, дали-то Невзору уже. Знаете, сейчас в Европе ни одна страна не принимает людей. Так, я хотел вас вопросительный знак в конце поставить. Сейчас в Европе ни одна страна не принимает людей с России. Принимает почему? Литва принимает, все принимают. Главное добраться до Европы. Принимает. А сам в то время $100 могли спасти человека. Русскому солдату дал $100, и он пропускает ичкерийцев с медикаментами. Да, совершенно верно. Здешние наши воины настоящие. Не такие, которые изображают из себя, что они воевали, а настоящие. Причем эти настоящие воины, они друг друга почти все знают. Если не знают лично, то быстро наводят справки, где воевал, в каком подразделении. У нас ведь немного было воинов, там несколько тысяч было, и из них большая часть погибла. Поэтому те, кто в живых остались, они все друг друга знают. Я с многими, ну не с многими, с некоторыми из них общался. И они говорят, что вот те, кто грабил деньги, которые посылались на фронт нашим солдатам, нашим защитникам, они их называют не кукшдинаш. Они не говорят коррупционер, они не говорят казнокрад, они не говорят хапуга, они говорят ел чужие руки и ноги. Они так, это я от них это услышал, они так это делают. Они единственное не могут светиться, у них дома родственники, на них весь уголовный кодекс Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Там много чего можно объяснять, но и они молчат, когда некоторые представляются какими-то воинами, солдатами, защитниками, там, 3-10, они говорят, они просто молчат, но они смеются над ними. Они говорят, а рядом с Доккой кто были? Они мои друзья, они мои братья. Мы с ними общаемся, дружим, встречаемся иногда. И потихонечку записываем разговоры, сохраняем вещи, которые важны для нашей истории, потому что это носители нашей истории. Они очевидцы огромного количества не просто боестолкновений и боев, они еще свидетели, участники многих политических моментов
Да, они непосредственно не подписывали документы, но они всегда это видели, слышали, находились рядом. Потому что это была небольшая группа людей, которая все это делала, координировала. И их, к большому счастью, очень много здесь в Европе. Дейл Агитанс. И не только в Европе. А может так быть, что вы в чем-то заблуждаетесь, говорит Ларам. Конечно, может быть, Ларам. Мой канал называется Аслан Арцу. И здесь только лишь мое мнение. Я не претендую на последнюю истину в последней инстанции. Я не говорю, что я все знаю. Нет, конечно, я не знаю всего. Наоборот, я учусь, и в том числе и у своих подписчиков я учусь. У вас, то есть. Понимаете, конечно, может быть. Я могу заблуждаться, я могу ошибаться. И если мои заблуждения и ошибки мне предъявят доказательно, в корректной чеченской манере мне это предъявят, я отступлю от своего. Без сомнения, если я не прав, я извинюсь и отступлю. Но пока я не вижу такого явного своего какого-то грубого заблуждение, чтобы мне кто-то сказал, вот доказал мне, вот в этом ты не прав, и ты должен извиниться. Поэтому, конечно, я человек, такой же, как и ты, как и все остальные. Дерез массарна хуль хамзат, массарна хуль. Давай бюсь де олёй хамзат. Так, в 2000 году Хамби в лесу при переходе даже не встал со своего ведра, где стоял. Было много ранено. Мы связались с док. Он сказал, берите трактора, они ваши. А Хамби даже с ведра не встал. И Бог куда тише. В каком смысле добраться до Европы? В смысле приехать в Европу и попросить политического убежища. В таком случае Украина тоже должна, Ичкерия. Нет, государство Украины не воевало против нас. Украина, Питер Вольф, против нас не воевала. Да, отдельные лица принимали участие в войне против нас, но государство не воевало. Вот о чем речь. Ни ты, ни другой не решают. Решают те, кто воюет в Украине. Как они решат, так и будет. Я не понял, о чем ты. Это ты мне говоришь, Султан? Если ты мне, скажи, это ты мне говоришь? Даже если Ичкерия получит независимость, влияние останется России. Если останется влияние России, то это независимости не будет. Российское влияние не должно быть никакого. Вся агентура должна быть вычищена. Ажал Султан, вот раз ты мне говоришь, ни я, ни ты не решает. Я тебе скажу, тот, кто воюет в Украине, тот воюет в Украине. И он ничего не будет решать. Ровно столько, сколько решаю я, и все остальные чеченцы будут решать, тот, кто воюет в Украине. Тот, кто не перешел на сторону врага, у нас у всех будет одинаковый голос. И поднимать тот, кто сейчас воюет в Украине, ни в коем случае нельзя. Потому что он воюет в Украине, понимаешь, а не в Чечне. И даже если он воюет в Чечне, это не значит, что он будет командовать или там будет решать. Нет. У них оружие. А нет, оружия у них не будет. Они же не будут в меня стрелять. Правильно? Они же будут, если они не отморозки, не бандиты, не преступники. Я без оружия. Я со своим чеченцем вооружен, он не вооружен. Я буду с ним разговаривать так, как я считаю нужным для выгоды своего государства и своего народа. А если есть оружие, то это уже не закон. У кого есть пистолет, тот и прав. Нет, эти времена закончились. Вообще воинов, воюющих, до политики допускать нельзя, я считаю. Они должны заниматься войной. Люди войны должны заниматься войной, защитой, обороной, безопасностью. Политикой должны заниматься совсем другие люди. Но они, конечно же, должны быть такие же патриоты, как те, кто сражается. И если он сражается, это еще не значит автоматически, что он патриот и так далее. Там разные люди бывают. Некоторым просто нравится воевать.
Война это наркотик. Как-то так, да? Поэтому оружие сила не решает. Если бы оружие сила решала бы, то да, это, конечно, серьезный фактор, когда дело обстоит среди криминала. А в нормальном государстве даже министр обороны не назначается военный, пока он не сложит в себя погоны. Если мы не позволим, то никакого влияния России не будет в Ичкерии. Да, Хамер, совершенно верно. Так, братан, слушай, хотел мнение твое услышать. А как нам в будущем в смысле Россия и Чечня? Раздельно, Андрей, раздельно. Большая граница, ров с крокодилами, минные поля, пулеметы по периметру вдоль границы. И компенсация за все, что сделали. Только так. Дердат улк хан ханна керд алурдолш. Улк иншаллах. И улк дотеш. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Асан, ты уже реально палишься, перегибаешь с критикой. В смысле, я палюсь. И что, я не имею права свое мнение сказать? Ну, прикинь, если Запад не поддерживал Украину с оружием. И что? И что, Украина была бы не права, если бы не поддерживал бы? Да, Украина также сражалась бы. Может, ей было бы в десятки раз, 1000 раз сложнее, но она бы сражалась бы. Я не понимаю. Человек с оружием не должен быть главнее кого-то, только лишь из-за того, что у него оружие. И все. Человек, нохчичуа, я пару слов на чеченском скажу. Туама нохчичуа бинагу, нохчи турпалху, нохчи оман си бог, оман бог, то есть. Не кич оман, я Сирии ван, я Афганистане ван, я Украине ван. Хак оман си, нохчи оман си дуй. Хитё, тяг лерем бу, тяг нохчи гилкду, уж ал эй беш бац. Üç gibuch bats, ja wata besh bats, saumadat, üç loş bu nohçı gılka. Şi sadadal erwelek, şi qomda, şi qayuk şvek. Üç şevek lorar bu. Ukrayni vanir alla tünti qiyçat autoritet. Qiyti şu, Siri vanir alti qiyçatis. Afganistani vanir alti qiyçatis. İş duhal. Топ мелкую швек, хала эйва, так это мы, получается, поддерживаем только силу. Нет, мы должны поддерживать справедливость. Чечня и Россия добрососедские отношения, взаимоотношения, основанные на сотрудничестве. Ибраим, коллаборант, так получается. Ты предатель, получается, чеченских интересов. А какие добрососедские отношения у тебя могут быть с теми, кто убил треть твоего населения? После того, как они извинятся, выплатят репарации и признают нас независимым государством, в таком случае можно разговаривать. Но он же не говорит тебе, какие у нас будут отношения после того, как мы выплатим вам репарации, освободим ваши территории, накажем всех преступников, которые совершили геноцид. Предатель, Ибраим. Ахадот скамила, ласкшаненс, шакалок, шол получается, ишткамелдич. Ца добрососедский, самый ряд, хаун хулюца, сониш, хавина гвате 300 000. Что-то у тебя очень странное какая-то. И тхогунаш деш, шусан деша сун гамагини, доузма доизи, тхогунаш деш, гаскшцани деш, шудик наш хулюшин, закаев слилдок и картинш, и умшлил деш, дук шу. Да, нормально. Нормально. Вот видишь, решает оружие. Не решает оружие. Более 3600 погибших и более 15 000 раненых после землетрясения в Турции и в Сирии. Мои соболезнования, Игорь. Мои искренние соболезнования. Да, большому сожалению, еще будет, наверное, эта цифра расти.
Так, Аркучу якш, сия якш. Ты палишься, там мне пишешь, тут пишешь. Закаев сам уже сложил себя полномочия. Почему тогда не шел? إبراهيم حق مول إبراهيم وي أنا بلغير هو يس إتنا حبق دك إيه دري أسوي. Я лично не видел справедливость нигде. Но я видел справедливость. Здесь, в Германии, я видел справедливость. Например. Той справедливости, конечно, как в раю нигде нет, но... Мегард, ах, я тебя спутал. Ва алейкум ассалам. Машимоли. Ночи укуза российские флаги, а вот я речкирийские. Тогда я тебя спутал. Ну нормально, раз Саня Бертвал, я шу кавуй Ибраим. Он дигду. Он дигду. Так, друзья. В Германии тоже не все белое пушисто. Конечно, только в раю говорят все белое пушисто, а так больше нигде нет. Но справедливость здесь есть, я тебе скажу. Германия очень крутая страна. Я давно в интернете смотрел численность какого-то чеченского тэпа или тухума, и до 94 года было 100 тысяч, а после 2000 стало 70. Может быть, может быть. Так. А я не видел тебя. Ты ведешь стримы? Что-то я не слышал про тебя. Ты кто за Ибрагим? Какие стримы ты ведешь? Что-то я слышу в первый раз тебя. Я сделал выводы из того, что ты сказал. Я думал, во-первых, ты тот Ибраим, но то, что ты делаешь, то, что ты сказал, я тебе сказал. То, что ты сказал, написал, добрососедские отношения. Хамухуль, добрососедские отношения. Явно, да, чумовижаться, ума датсон. Свободим, бабулита, махкар. Аджим хаст балита, хайнам. А знаю, правда, что чеченов есть много кумык, нагайцев, аварцев, даже есть подрусский Ирсиной. Я не знаю, подрусский Ирсиной нет. Да, есть кумыки, есть нагайцы, есть аварцы, есть. Много кто есть. Есть. Я не знаю, много их или нет. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Какой вопрос у тебя был ко мне, Бавага? Отвечаю на вопрос. Ответь. Как там Хусейн, кстати? Нормально, Хусейн? Нормально. Друзья, я закончу свой стрим на этом. Теперь несколько месяцев мы будем на этом, может быть и уже на постоянной мы будем на этом канале. Ну и на этом я свой стрим заканчиваю. Есть хорошие русские и хорошие чеченцы тоже есть. Ага. За наш счет, причем они хорошие. Масера Больмустан, да, давайте. Слава Украине, все будет Ичкерия. Hadi kör maş ol bizde